Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Гагаус Медиа. Это проект «Единомышленники». Здесь, как вы знаете, мы ведем дискуссии по самым разным вопросам, которые обсуждаются в нашем обществе. Знаете что? Мы заметили, что число наших подписчиков растет. И мы благодарим вас, друзья, за то, что вы подписываетесь на Гагаус Медиа, и предлагаем сегодня ставить лайк этому выпуску. И если вам нравятся наши дискуссии, то, конечно, предложите своим друзьям тоже подписаться на наш канал Гагаус Медиа, проект «Единомышленники». Мы тут ведем дискуссии для того, чтобы помочь нам, гражданам, разобраться в том, чем живет наша страна, и что мы можем сделать, какие правильные решения могут помочь этой стране двигаться вперед. События, происходящие в мире в последние годы, нам так кажется, что обязывают всех глав государств, руководителей международных организаций, политиков, парламентариев делать такие заявления и принимать такие решения, которые будут способствовать сохранению этого хрупкого мира в мире. И кажется вообще, что слово «мир» приобретает все большее значение изо дня на день. Ну а мы, граждане Молдовы, конечно же, ждем от официальных лиц государства, которых мы избирали, которые назначены на те или иные должности, мы ждем решения тех проблем, которые сделают нашу жизнь благополучнее. И сегодня, друзья, кстати, надо сказать, что это тоже была идея одного из наших зрителей, который писал свой комментарий и просил пригласить в студию президента Республики Молдова. Итак, сегодня гость нашей студии, дискутировать мы будем здесь с Майей Санду, президентом Республики Молдова. Через несколько секунд начнем, оставайтесь с нами. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Здравствуйте, госпожа президент. Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Мы благодарны вам за то, что вы приняли наше приглашение. И сегодня здесь, в нашей студии, мы предлагаем обсудить и получить ответы на те вопросы, которые волнуют не только жителей нашей автономии, но и в целом в нашей стране. И первый вопрос, который мы хотим задать вам, на него вы ответ давали неоднократно, но все же в Гагаузии наши зрители не поймут, если мы вам его не зададим. Поэтому наш вопрос следующий. Почему Евгения Гуцул по-прежнему не член правительства Республики Молдова? В правительстве могут работать только люди, у которых безупречная репутация. Вы знаете, что есть очень серьезные вопросы к тому, как выборы происходили в автономии, когда выбирали Башкана. Вы знаете, что есть прокуратура и сейчас суд рассматривают, как это происходило. Мы знаем, к сожалению, что она работает на коррумпированную группу, с коррумпированной группой людей, которые работают против государства Республики Молдова. То есть здесь есть и проблема с точки зрения безопасности нашей страны и вопросы по безупречной репутации. Опять же, такой вопрос, возможно, задали бы тоже зрители. А если нет решения суда, что мешает госпоже президенту все-таки издать такой указ? Вопросы, то есть риски безопасности, которые она может представить, если она будет в правительстве. Мы должны быть уверены, что люди, которые работают в правительстве, у которых есть доступ к очень важной информации, что они работают на эту страну, а не на какие-то коррумпированные группы людей. То, что мы видим, к сожалению, сегодня. А можно ли так понимать, что к остальным членам правительства тоже такой подход? Да, конечно. То есть там нет таких людей, вопросов, которые угрожали бы безопасности Республики Молдова? Нет таких людей. Госпожа президент, очень много раз мы слышали, живя среди жителей автономии, что Кишинев всегда смотрел, официально Кишинев, ну, может быть, даже и политические партии, всегда смотрели на Гагаузию как на электоральное поле, да, куда можно прийти во время выборов, набрать какие-то голоса, ну и потом получить какие-то мандаты там в парламенте. Ну или становиться президентом благодаря поддержке жителей автономии. Вот не ПАС, партия, не вы как президент,
не имеете здесь той поддержки и не пробовали, как нам кажется, иметь офисы, становиться ближе к жителям автономии? Что это за подход? Или подход это, или что это? Для нас все люди важны, независимо от того, на каком языке они разговаривают, где они живут, в центре, на севере или на юге, независимо от того, поддерживают они нас как политиков или политические партии или нет. Для нас все граждане нашей страны важны, и мы работаем для того, чтобы все хорошо жили в нашей стране. Для нас очень важно, чтобы все любили нашу страну, потому что только так мы сможем построить сильное государство и развитое общество. Мы хотим, чтобы все люди чувствовали себя уважаемыми, то есть чтобы люди уважали друг друга и все чувствовали, что государство их уважает и ценит. Конечно, уже если говорить о политических, не знаю, то есть кого поддерживает, это уже второй вопрос, это вопрос о демократии. Да, нам сложнее здесь, мне сложнее здесь, потому что очень много дезинформации, очень много пропаганды, то есть особенно некоторые представители местных органов власти говорят ложные вещи. Мы думали, что если мы будем внедрять проекты, финансировать проекты для того, чтобы улучшить условия жизни, что этого будет достаточно. К сожалению, это недостаточно. Но все равно, если смотреть по конкретным делам, которые происходят, вы увидите, что даже за, не знаю, предыдущие несколько лет мы финансировали, наверное, больше проектов здесь в автономии, чем в других регионах страны. Например, если смотреть на европейские деньги, здесь в автономии было больше инвестировано Европейским Союзом, чем в другие регионы страны. То же самое про бюджетные деньги, можно сказать. Европейское село. Уже было профинансировано 17 проектов. Это конкретные вещи, это водоснабжение, это канализация, это дома культуры. Есть и другие фонды, через которые мы работаем для того, чтобы улучшить качество жизни. Я не говорю, что все хорошо, потому что нам нужно очень много сделать, компенсировать то, что не было сделано за последние 30 лет. Но мы строим дороги, то есть мы делаем все, что мы можем, и делаем из того, что у нас есть, из денег, которые мы, то есть бюджетные деньги, которые есть у нашей страны, и то, что мы можем получать от наших партнеров. Но, к сожалению, не все знают, откуда вот эти деньги, которые профинансируют эти проекты. А потому почему что деньги люди не получают. знают? Ну, потому что местные власти, во-первых, никогда не говорят, кто финансирует эти проекты. Наоборот, они говорят, что нам вот Кишинев не дает. Они не говорят, что 60% бюджета автономии – это деньги из Кишинева. Хорошо, но, госпожа президент, простите, но ведь не первый год идут сюда европейские проекты. Да. И если вы это заметили давно, еще в первый мандат президентский, то почему Кишинев не говорил сам в Гагаузии о том, что вот эти проекты, вот это, что вас сдерживало? Ну, здесь есть и другой вопрос. Что слушают граждане Гагаузии? Потому что у нас есть вопрос румынского языка, и у нас есть... Да, то есть потому что не очень много людей понимают румынский язык. У нас большинство информационных каналов на румынском языке. Это тоже проблема, потому что из-за этого люди смотрят только российские или местные. И нужно спросить, почему ГРТ не говорит людям правду о том, кто что финансирует, чтобы люди знали и чтобы они делали свой выбор, исходя из реальной информации, а не исходя из такой... У меня еще одно маленькое такое уточнение. Когда вы выдвигались, получали, вернее, мандат доверия первый, как президента, и второй, Гагаузия так или иначе голосовала очень малым количеством голосов за вас.
Вот что для вас это было в первом случае, когда вот так низко, и потом, когда все-таки были реализованы очень много проектов, и вы стояли, скажем, там у руля получения этой помощи международной и оказания, и развития этих проектов здесь. Как вы отреагировали на это? Что для вас это значит вообще? Ну, если вспомнить кампании, то есть предыдущие, до того, как я стала президентом, не было очень легко, потому что люди боялись. Вот мы приезжали, мы говорили, вот что мы хотим сделать, нам нужны единомышленники, люди, которые хотят с нами работать в нашей команде. И было несколько, то есть были люди, но скоро после этого у них появились очень большие проблемы, потому что предыдущий Башкан, потому что люди на местном уровне создавали всякие проблемы. И, конечно, пытались объяснить, что у нас нет хороших интенций или то есть планов для Гагаузии и так далее. Предложений, да? Предложений для Гагаузии. Ну, компания была как была в автономии. После этого у нас, конечно, были обсуждения, что мы можем сделать. Мы работаем на всю страну, то есть мы хотим, чтобы больше инвестировали, но есть все регионы страны. Было сложно, потому что был энергетический кризис, потому что началась война в Украине, и, конечно, все это не позволило нам развиваться экономически, как мы хотели бы и как мы планировали. Но исходя из того, что у нас всех денег, которые у нас были, которые мы пособирали по миру, мы всем раздавали честно, потому что, опять же, несмотря на какие были результаты выборов, для нас все граждане значимы, равны, и это не, как сказать, не то, что не показатель, но это не критерий для того, чтобы вот профинансировать деньги, профинансировать проекты и работать для того, чтобы... Правильно ли я вас поняла, что вы говорите, люди боялись сотрудничать, я так понимаю, да? Правильно? Некоторые даже потеряли свою работу из-за того, что они участвовали, то есть помогали мне в компании тогда. Сейчас не лучше, не легче. Как раз сейчас то же самое. И это, конечно, нехорошо, потому что мы строим демократию, потому что мы хотим, чтобы люди чувствовали себя свободно, чтобы выбирать, чтобы решать, кто может их представлять лучше. И, конечно, это не должно происходить. А вы не боитесь приезжать в Гагаузию? Нет, я не боюсь приезжать в Гагаузию, мне нечего бояться. Я все, что делала на благо людей. Да, иногда что-то получалось, иногда что-то не получалось. Критика нормальна, мы можем обсуждать. К сожалению, здесь было очень много лжи по поводу меня и по поводу моей команды. И поэтому но вы могли труднее. Доносить правду. Да, но было очень много проблем, которые мы должны решать. Я слышу это постоянно. Вот вы делаете вещи, но вы не умеете об этом говорить. Говорят люди, да. А нам что остается? Или делать, или говорить. Я знаю знаю очень многих политиков, которые просто говорят, и говорят очень много. Просто очень у много политиков вопросов. Есть очень много людей, которые еще и говорят о том, что они делают. Так у вас, может быть, кадров недостаточно? Может быть, вы их найти не можете? У нас маленькая страна, и у нас очень много задач, которые мы должны решать. Нет, конечно, мы должны успевать и вещи делать, и объяснять, потому что если не объясняем, то тогда люди не понимают, и они могут принять по решение. Боюсь, хочу еще один момент такой. Знаете, спросила, вы не боитесь ли приезжать в Гагаузию? Почему? Спрашиваю, потому что каждый раз вас в Гагаузии встречают какими-то, ну, назовем это протестами, да, или какими-то, или какая-то очень негативная, крайне негативная реакция. И, в общем-то, наверное, все зрители, которые сейчас смотрят наш выпуск, тоже поддержат, что да, есть какое-то негативное отношение к вам как президенту. Вас это не удивляет? Нормально. В каждой демократии есть люди, которые поддерживают руководство, есть люди, которые не поддерживают руководство, потом есть выборы, и люди решают, кто выигрывает и кто нет.
Опять как же, стать ближе? нормально, чтобы была критика. Я бы хотела, чтобы эта критика была исходя из реальных фактов, а не из лжи, которую я вижу на ГРТ и не только. То есть мы знаем, какие проблемы по поводу информации. Да, госпожа президент, гагаузы говорят о том, что хотят вернуть полномочия, которые были заложены в законе об особом правовом статусе Гагаузии в 1994 году. И мы замечали, как потихонечку эти полномочия урезались при предыдущем Башкане, который молчаливо на это смотрела, при предыдущем президенте Республики Молдова. К сожалению, это продолжается и сейчас. Когда вы были премьер-министром и выступали на инаугурации бывшего Башкана в 2019 году, вы сказали о том, что восстанавливать полномочия Гагаузии нужно. Сейчас вы президент, уже второй срок и второй ваш мандат. Вы об этом не говорите. Почему? Что в этом есть? Давайте скажем про самые важные полномочия. Они сегодня, как сказать, осуществляются Народным собранием, Башканом, исполнительным комитетом. То есть вот Структуры это функционируют, самые вы это имеете в главные, не то, что функционирует, но это и означает самые полномочия да. по закону. Потом есть десконцентрированные службы. Если смотреть на десконцентрированные службы, это службы, которые полностью профинансированы государственным бюджетом. Это не службы, которые финансируются местным бюджетом. И эти службы, которые финансируются государственным бюджетом, они по всей стране организованы то есть по одной структуре. По округам. Это не то, что только в автономии или по-другому. И потом, конечно, есть вопросы сегодня по неподкупности, или как сказать, то есть по транспарентности, как бюджетные деньги сегодня в автономии расходуются, потому что тогда, когда есть вопросы, когда есть вопросы к тем людям по неподкупности, к тем людям, которые работают в исполнительном комитете, то, конечно, трудно думать, как больше денег давать, хотя, опять же, сегодня 60% из бюджета Гагаузии покрывается трансфертами из центрального бюджета. Потому что, и это другой важный вопрос, который люди не знают, потому что власти автономии об этом не говорят. Власти автономии не говорят, что из автономии или автономия не платит налоги в центральный бюджет, а получает трансферты. Это единственный регион страны, где это происходит. Наоборот, некоторые налоги оплачивают. Наоборот, говорят, что нам не дают деньги, и за Кишинева мы не получаем деньги. Ну давайте деконцентрированные службы, все-таки налоговая раньше здесь была. Нет, Гагаузия имеет в виду, что в 1994 году нам доверяли, получается, больше. Я не могу сказать, как было тогда. Были реформы, которые по всей стране, то есть была реорганизация этих служб по всей стране. Ну, мы говорим сейчас о налоговой, мы говорим сейчас о их меньше, скорой помощи. Сейчас их меньше, но про скорую помощь, то есть больницы, все это... Понимаете, госпожа президент, это услуги, которые мы... по стране оказывается одинаково. Мы хотим, чтобы они были очень близко к гражданам. Ну вот, смотрите, то есть, когда Лена Федоровна говорит о том, что полномочия, которые были в 1994 году, гагаузы хотят, чтобы те полномочия были закреплены. Они изымались или сдавались, как передавались, урезались, как угодно, какой угодно глагол можно подобрать. То есть, что хотят гагаузы? Гагаузы хотят, чтобы налоговая инспекция, которая была здесь в автономии, чтобы она здесь и была, а ее здесь нет. А зачем... нужно... Мы задавали этот вопрос. А зачем нужно, чтобы налоговая была Ну, а где Гагаузия здесь? будет видеть, где цифры, которые может анализировать? Ну, она получает налоги, которые собирает здесь, и получает еще и речь трансфер. о информации. Вот, то есть, насколько... А есть вся транспарентность. Вы что, хотите сказать, что налоговая инспекция не показывает, что не транспарентно? Наоборот, я скажу, что центральные власти сегодня более транспарентны,
чем власти в Гагаузии. Но это и мы можем автономии. подтвердить, потому что проще найти информацию где-то на сайтах И мы не центральных можем органов власти. сравнивать то, что было, когда вы сказали, в 1994 году, потому что очень многие вещи поменялись, структура поменялась по всей стране. Мы говорим об этом потому, что нам кажется, что именно это является каким-то мостиком, который не позволяет сближаться к Камрату. Да, какой-то раздражитель. Я не согласна с вами, потому что если вы спросите людей интересуют условия жизни. Они хотят, чтобы у них были нормальные условия в селах и в городах, чтобы водоснабжение, канализация, дороги, чтобы были хорошие условия в школах, в детских садах. То есть вот это вещи. А властям Гагаузии нравится вот всегда не говорить о конкретных вещах, где инвестировали деньги, что случилось с программой по изучению гагаузского языка, о которой мы говорим так долго. А они постоянно говорят, что у них нет полномочий. Полномочия есть. Давайте поговорим про результаты нашей работы. А тут две вещи. Может быть, очень мало Кишинев говорит с жителями Гагаузской автономии. Это правда. И что вы, как президент, если вы эту проблему идентифицируете, что она есть, то что надо делать для того, чтобы это общение было более тесным? Для меня самое главное – это поддержать мир для всей страны, сохранение мира для всей страны, сделать все для того, чтобы Молдова осталась свободной страной, сделать все для того, чтобы у Молдовы были перспективы. Я не занимаюсь таким конкретно, где налоговая и где, не знаю, что там еще из этих вещей. Да, мы понимаем, это вопросы, которые нужно обсуждать, но... Парламент и Народное собрание этим занимается? Есть в парламенте комиссия, к сожалению, она не всегда функциональна, потому что, опять же, не всегда есть интерес со стороны автономии, я бы сказала, со стороны рабочая группа прекратила свою деятельность в конце 2023 года. Но если говорить, людей интересует качество этих условий, то есть не то, что условий, а сервичи публичи, государственных услуг. И качество жизни. Вот это мы должны... Да, наверное, мы об этом тоже сегодня поговорим. Действительно, это очень важные темы, но вы упомянули программу по развитию гагаузского, вернее, по изучению гагаузского языка в автономии. Я помню, что мы говорили об этой программе с вами еще в 2018 году. Мы с Ксенией Федоровной были депутатами Народного собрания Гагаузии, вы премьер-министром, и на одной из встреч в Камрате мы эту тему подняли. И говорили о том, что необходимо государственное финансирование для того, чтобы все категории граждан нашей автономии могли изучать гагаузский язык. Пожилые люди не могут читать на латинице. Наша молодежь, наши дети, к сожалению, или совсем не говорят, или говорят плохо. И вот прошло уже 7 лет. Этой программы нет. В чем проблема? В финансах? В отсутствии программ? В чем? Была ли такая инициатива? Не то, что 7 лет прошло, прошли 30 лет, потому что автономия, когда ее создавали особенно или именно для того, чтобы сохранить язык и сохранить культуру Гагаузии. А что получилось? Сегодня гагаузский язык включен в список исчезающих языков ЮНЕСКО. Я могу вам сказать, что я предложила с самых первых дней, когда я стала президентом. У меня была встреча с бывшим Башканом. Я сказала, что Гагаузии нужны, и не только Гагаузии, нужна программа изучения румынского языка по всей стране, включая для Гагауза, и нужна программа для изучения гагаузского языка. Я сказала, Кишинев разрабатывает программу по изучению румынского языка, вы разрабатываете программу по изучению гагаузского языка, и мы будем финансировать эти программы. И вот программа по изучению румынского языка уже третий год действует. Почему нет? Программу по изучению гагаузского языка мы так и не получили. То есть исполнительный комитет не предложил? Никакого интереса с этой стороны. Мы считаем, что это очень большая проблема, и мы говорили с разными людьми здесь в автономии, которые видят и чувствуют, что язык может исчезнуть. И если исчезнет здесь, то я не понимаю, где в другом месте в мире можно надеяться на сохранение гагаузского языка. И сейчас мы попросили ЮНЕСКО, чтобы они нам помогли
разработать эту программу, конечно, без людей здесь в Гагаузии, если не хотят, не знаю, исполнительный комитет, то мы должны работать, наверное, Когда с вы говорите учителями. не хотят, вы имеете в виду, Потому что ни уже тогда, ни 4 сейчас нет 4 инициативы? года ничего не было. То есть сколько можно ждать? Еще 4 года не хотим ждать. Наверное, сейчас нужно, и это мы пытаемся сделать, работать уже с людьми из неправительственных организаций, с Экспертами международными, получается, да? Эксперты международные, то есть с ЮНЕСКО у нас, я надеюсь, что у нас будет скоро встреча, но все равно для того, чтобы вот такую программу разработать, нужно, чтобы люди, которые говорят, которые знают гагаузский язык, чтобы они нужны специалисты, понятно. И сейчас мы. А вы находите попробуем. таких людей? Да, конечно. Есть люди, которые любят язык, которые понимают настолько вопрос серьезный. И я уверена, что в следующие несколько месяцев мы сможем создать рабочую группу и работать вместе. То есть при том, что официальный Кишинев не общается с официальным комратом? Ну, я не знаю, что вы имеете в виду официальный комрат. Есть члены Народного собрания, с которыми мы работаем, да, есть депутаты. Ну вот, я хотела получить ответ, а как это общение идет? То есть с гражданским обществом, с депутатами некоторыми, да, есть контакты и какие-то работы придут. Люди, которые заинтересованы в интересах Гагаузии, с ними мы работаем. Те, которые работают на какие-то криминальные группировки, с этими мы не можем работать. Но народ избрал их, сказали бы сейчас зрители, которые нас смотрят, если народ мы избрал. посмотрим на, то есть сколько голосов были реальные голоса и сколько голосов покупали, и я здесь хочу сказать, чтобы люди понимали, что те, которые продают свои голоса, они продают свою родину. Это не так просто, как им кажется. Голос дан человеку для того, чтобы он решил, что все вместе мы решили, какую страну мы хотим создавать, какую автономию, если мы говорим про выборы здесь в автономии. И когда человек продает голос, значит, он продает кому-то другому из другой страны, кому-то, у кого есть деньги, чтобы решать за нашу страну. И это очень Об этом еще поговорим. страшно. Об этом еще поговорим. Мы хотели бы еще задать вопрос относительно национальной стратегии 2030. Да. Это стратегия, которая предполагает движение Молдовы на пути к вступлению в ЕС. И вот в этой стратегии нет ни одного пункта, касающегося Гагаузии, как нам сказали специалисты, которые изучили эту стратегию. Как так получилось? Это ошибка разработчиков, думаете вы? Знаете ли вы об этом? И можно ли что-то исправить? Ну, я не думаю, что эта стратегия была создана в региональном каком-то ракурсе. Там задачи и цели по всей стране. То есть развивать экономику нужно везде, и в автономии, и на севере, и в центре. Улучшить медицинское обслуживание, образование и так далее. Мы маленькая страна, мы не то, что вот в одном регионе у нас одна проблема, а в другом регионе другая проблема. Маленькая страна, у нас у всех те же вопросы. И дороги, и то, что мы должны улучшить качество образования, потому что если смотреть на показатели, они очень нехорошие в последнее время, и то, что мы должны инвестировать в наши больницы и так далее. То есть все у нас экономические агенты, у них те же проблемы и на севере, и в автономии, и то есть Сложно возражать вам, что этот документ, конечно, охватывает все проблемы страны, и, в общем-то, Гагаузия в стране. Но вот есть еще особенность одна у Молдовы. Но у Молдовы есть автономия. Да. Могла ли как-то быть отражена в этом документе автономия как таковая? Как автономия, здесь мы должны особенно смотреть на вопросы, которые мы уже начали обсуждать. Сохранение языка и сохранение культуры. А все остальное – это общее по всей стране. Здесь нету никаких разниц. То есть то, что мы делаем для людей в Бричанах, то, что мы делаем для людей в Яловенах, то мы должны делать и для людей в Камрате, Вулканеште и так далее.
Вы говорили о том, что людей больше волнует не не урезанные их полномочия, урезанные их полномочия, больше волнует, как они живут. Конечно. И, наверное, один из вопросов, который волнует многих в Молдове, это размер пенсий. И политики обычно обещают, что если они придут к власти, они повысят пенсии. Вы недавно анонсировали, что 3300 лей станут получать те пенсионеры, которые имеют стаж работы 40 лет и выше. Но все пенсионеры ждут, что будут повышены их пенсии. Что вы можете сказать остальным категориям пенсионеров? Ну, во-первых, мы повысили пенсию, мы повысили в 2 раза минимальную пенсию, если вспомнить 2021 год. Конечно, была инфляция, но все равно повышение пенсии намного больше, чем инфляция. То есть были эти увеличения пенсий, и, конечно, мы хотели сделать больше. Но посмотрите на нашу экономику и посмотрите на нашу демографию. Мы не можем просто так вот нарисовать какие-то цифры. Сегодня у нас почти то же самое, тоже число людей, которые получают пенсии, и число людей, которые работают и которые платят в соцфонд. То есть почти 1 к 1. Это очень сложный коэффициент, потому что в более хорошей обстановке 3-4 людей, которые работают, они платят в соцфонд, и из этих денег можно платить большую зарплату. То, что я сейчас объявила, это есть люди, которые работали очень долго, которые платили соцфонд 40 лет и больше. Особенно люди, которые вышли на пенсию, то есть которые уже в возрасте, которые вышли на пенсию давно, но у них были маленькие зарплаты. Потому что такая была ситуация тогда. Они долго платили соцфонд, но у них были маленькие зарплаты, и сейчас у них очень маленькие были пенсии. Поэтому мы сказали для этих людей, потому что нужно все-таки те, которые очень долго платили соцфонд, их тоже нужно как стимулировать, то есть поддержать, потому что мы хотим, чтобы люди платили соцфонд. Если не платить соцфонд, но надо, чтобы больше людей работало. Конечно. И поэтому сейчас будет минимальная пенсия для этих людей, чтобы у них пенсия была хотя бы 3300, то есть не меньше. Но это будет сколько? Это будет 300 тысяч человек? Насколько? Нет, это меньше. Но сейчас будет и индексация будет 10%. Для всех категорий пенсионеров. Ну, даже 3300. Давайте остановимся на этой цифре. Да, конечно, безусловно, вы очень хорошо аргументировали, почему этим людям в первую очередь надо было, наверное, повышать эту пенсию. Но 3300 это ведь совсем не по потребительской корзине для Молдовы. Пенсия означает, сколько лет человек платит и какую сумму платит. Есть, то есть те, которые платят больше, они будут получать больше. Те, которые платят меньше, они... То есть так люди устроена система. Я понимаю, но так устроена система, потому что если не будет такой, то есть если этого не будет, то люди не захотят платить социальный фонд, и тогда вообще не будет денег для того, чтобы платить пенсии. Поэтому, но из-за того, что мы проходили, во-первых, была предыдущая пенсионная система, и особенно вот у этих людей маленькая пенсия. То есть вот то, что мы сейчас повысили на 3, то есть будет повышение на 3300, это особенно для людей, которые вышли до 2099 года. Да? Есть и после этого, но очень много из тех, которые вышли до 2099 года. То есть там, где совсем и тогда маленькие совсем маленькие, хотя некоторые из них работали очень долго и платили соцфонд. Ну вот опять говорим о том, что люди этого не знают. Вы знаете, может быть, в самом деле мы с Леной Федоровной в этих выпусках своих очень часто, обсуждая с гостями разные вопросы жизни, автономии Молдовы, сводимся к мысли, что люди этого не знают, люди того не знают. То есть такая низкая просвещенность наших жителей мешает очень многие вещи понять. И может быть нагрузка на тех ответственных лицах, которые, министерства, я не знаю, каким-то образом разъяснять и доводить эти позиции до людей. Но у нас следующий вопрос, он касается такого же больного, как пенсии, так и повышения тарифа на электроэнергию.
Компенсации, которые сейчас выплачиваются, люди их получают. Газ, это понятно, люди говорят, что этого тоже недостаточно, люди крайне Я недовольны. согласна. Да. Я понимаю. И невозможно Но не это согласиться. то, что мы можем сегодня сделать, потому что такие цены сегодня на рынке, у нас нет своего газа. Сейчас мы инвестируем в Energy Regenerable, Возобновляемые источники. Да. но, к сожалению, никто до нас этого не делал. Когда мы пришли во власть в 2021 году, было только 3%, сегодня у нас 20%. А если за последние 15 лет все делали, как мы делали, конечно, нельзя все покрыть за счет солнца, все, но если 40%, 50%, сегодня бы не было таких тарифов, и у нас было больше независимости. А, к сожалению, то, что мы сейчас делаем, результаты мы увидим только через 3-4 года. Вот прежде чем я задам вопрос все-таки по тарифам на электроэнергию, у вас есть короткий ответ на вопрос, почему в Украине, где идет война, газ стоит дешевле, чем в Молдове, где нет войны? Потому что у них есть свой газ. Если бы у нас был свой газ, мы тоже смогли ставить цены, которые нам нужны. У нас нет своего газа. И во-вторых, в Украине все цены контролируются, потому что война, и в этом, то есть в этом военном положении они пытаются контролировать цены, потому что по-другому было бы совсем страшно. Но самый главный ответ здесь, потому что у них есть газ. А про повышение тарифов на электроэнергию, газ и отопление Молдова на эти цели получает гранты и кредиты ЕС. Это знают люди. Чего здесь больше? Гранты на поддержку, то есть вот на все то, что мы помогаем сейчас, 700 тысяч людей получают компенсации по энергии, это все гранты. И то, что мы сейчас получим, каждый из нас получит первые 110 киловатт электроэнергию за предыдущий тариф, это тоже грант от Европейского Союза. Так, людей беспокоит то, что вы берете очень много кредитов на эти цели, а потом внуки, правнуки будут тоже это возвращать. Неправда. Это опять же пропаганда, если смотреть, потому что когда смотрим на долг, нужно смотреть на долг к ВВП. То есть так считается. Если посмотреть на это, этот коэффициент находится на том же уровне, где он находился в 2020 году. То есть ничего страшного не происходит. Тот же самый коэффициент у нас среди других стран в регионе не только самый низкий показатель. И очень важно, потому что есть и кредиты, очень важно, что с этими кредитами делаем. Потому что если мы внедряем в экономику, если мы даже строим дороги, часть денег, которые мы используем, вкладываем, то лучше дороги — это лучше экономика, и все это потом вернется. Без дорог не будет ни экономики, и у нас но все же ответьте, насколько страшно жителям, или насколько это должно беспокоить граждан нашей страны, опять же, я говорю, кредиты — это ужасная такая Нет, у нас тот же показатель, то есть мы не повысили показатель по задолженности по сравнению с 2020 году. Это вы сейчас говорите здесь, в этой студии. У людей есть статистика. Давайте вы можете сейчас открыть страницу Национального банка или страницу Департамента статистики. Да, я знаю, что есть политики, которые пытаются напугать людей, и мы знаем очень многие такие лживые информации, которые они используют, но каждый может посмотреть. Опять же, когда смотрим на долг, мы смотрим на рапорту, то есть отчет. Не отчет, а долг к ВВП. Вот это соотношение долга к ВВП. И вы посмотрите, что этот показатель не возрос. Вы хотите успокоить граждан Молдовы? Вы можете посмотреть на показатели других стран, и вы увидите, что этот показатель для Молдовы намного меньше, чем у других стран. А была до вас такая ситуация, до вашего президентства, имею в виду, такая ситуация, когда у Молдовы вот этот уровень, это соотношение было по-другому, выше?
первых дней нашего государства были разные показатели, но В силу определенных да, обстоятельств. но за последние 15 лет я думаю, что у нас было достаточно, то есть ровный, да. По этому да. поводу граждане могут не беспокоиться. Нет. И много из дальше. того, что Может мы быть, получили, да. это были гранты. И, конечно, мы очень благодарны нашим партнерам, которые нам помогают Гранты. безвозмездно. Да. И даже если есть кредиты, очень много грантов было, даже если кредиты, то они на очень низких процентах. У нас есть рубрика, которая называется замечательно. «Люди говорят, что». И вот мы сейчас попросим вас, госпожа президент, дать на наши коротко сформулированные вопросы такие же короткие ответы. Их будет 7. Настраивайтесь, но и зрители тоже. Люди говорят, что. Люди говорят, что... Госпожа президент, люди говорят, что Кишинев всегда занимал равнодушную позицию по отношению к Гагаузии. Все те проекты, которые мы внедряли, то, что в последние годы мы больше тратили на проекты, инфраструктурные проекты в Гагаузии, говорят об обратном. Люди говорят, что руководство страны планирует такие объединения Молдовы с Румынией. Мы хотим, чтобы наша страна была частью Европейского Союза, и там встретилась и с Румынией, и с балтийскими странами, и с Францией, и с Германией, потому что мы маленькая страна, и мы будем более сильны в семье мирных государств. Люди говорят, что власти вооружают Молдову и готовят к войне. У нас маленькие затраты для того, чтобы обеспечивать безопасность. По безопасности, если сравнить с другими странами, особенно другими нейтральными странами, мы полагаемся на дипломатию, и мы сделаем все для того, чтобы сохранить мир, и мы уверены, что через дипломатию мы это сможем сделать. Люди говорят, что ЕС диктует условия Молдове, которые не отвечают интересам нашей страны. Я не видела ни одного условия, которое было бы против людей. ЕС хочет, чтобы у нас была нормальная юстиция, ЕС хочет, чтобы у нас были дороги, ЕС хочет, чтобы у нас было хорошее образование, хорошая медицина. Это все вещи, которые и наши граждане хотят. Люди говорят, что Молдова могла бы развиваться и без денег Европейского Союза. Мы за 30 лет увидели, как далеко мы можем дойти. Я не думаю, что мы можем еще 30 лет ждать, увидеть, как наша молодежь будет уезжать, и останемся только с пожилыми людьми, кому не будет кому пенсию платить. И мы видим, как развиваются те страны, которые стали странами-членами Европейского Союза. У всех побольше зарплаты, побольше пенсии, лучше дороги и все остальное. Люди говорят, что ЕС хочет завладеть нашими плодородными землями. Это другая ложь, которую мы слышали. В ЕС частная собственность – это святое. И наша земля – это частная собственность, и это святое. Люди говорят, что Молдова никогда не освободится от коррупции. Это сложный вопрос, но он зависит от нас, от всех, потому что реформа юстиции – это одно, и нелегко, но мы будем продолжать. Но с другой стороны, мы все должны сделать так, чтобы не давать мита, взятки, не требовать взятки. То есть это от нас, от всех зависит, чтобы в один прекрасный день не было коррупции в нашей стране. Друзья, мы переходим ко второй части нашей дискуссии, и у нас есть одно видео, мы попросили бы режиссера выдать на экран, а потом мы поговорим. Stand together, let us protect what we hold dear, our freedom, our future, our Europe and peace. Thank you.
Госпожа президент, мы, когда с Леной Федоровной готовились к этому выпуску, встречи с вами, мы посмотрели это видео и подумали, что мы не могли вспомнить, какой же был еще президент в нашей стране, которому так аплодировали бы, и который получал бы столько премий. Это не только мне аплодировали, я всем хочу, нам. Всем нам вы имеете в виду? Гражданам Молдовы. Потому что мы маленькая страна. Вы не дали мне возможность задать вопрос, как вы восприняли эти аплодисменты? Нет, я хочу сказать самое важное, что это все мы, то, что мы маленькая страна, но мы мирная страна, мы хотим жить в свободе, то, что мы помогли стольким беженцам, то есть то, что мы вот сумели сделать за последние несколько лет, люди видят и ценят, и мы должны понять, что это не только для меня эти аплодисменты, это аплодисменты для это и был наш вопрос. граждан, Восприняли эти аплодисменты как в свою честь? Но вы не как президент, а как человек. Как воспринимаете эти премии, которые вручаются вам? Она не первая, эта премия? Да. Не первая. Я, конечно, уже объявила, что эту премию буду поддержать несколько проектов в моем родном селе. Но важно знать, что мы не одни, что люди знают о нас, что они понимают нас, что они готовы помочь, особенно в таких тяжелых временах. Важно знать, что у нас есть сильные и хорошие друзья. Это очень помогает. Если говорить о друзьях, то Европейский Союз анонсировал, что выделяет нашей стране 1,9 миллиардов евро. Это рекордный пакет финансовой помощи за всю историю существования нашей независимой Молдовы. И вот деньги должны поступить в течение ближайших 3 лет, этого и 2 последующих лет. Опять же, мы слышим вопросы и разговоры о том, что это кредит или это грант. Это первый вопрос. И второй. А каковы риски не получить эти деньги? Потому что все-таки это огромнейшая сумма, которая позволит у нас в Молдове удвоить нашу экономику. Реализовать огромное количество проектов. Есть ли риски не получить эти финансы? Во-первых, здесь есть и гранты, и кредиты. Это по разным проектам, разные, потому что есть проекты, которые будут через правительство, есть проекты, которые будут напрямую в частный сектор. И если мы говорим про кредиты, это одно взять кредит в наших банках, и другое взять кредит на условиях, которые на проценты, которые Европейский Союз. То есть здесь разные проекты, разные инструменты. Это зависит от того, если Республика Молдова и дальше будет двигаться по дороге европейской интеграции или нет. Это зависит от нас, от того, как мы понимаем, что происходит в мире, и что мы выберем для нас: мир и развитие или, к сожалению... Я сейчас произнесу мысль, которую многие в Гагаузии произносят. Вы не слышите, но мы слышим, потому что мы живем среди жителей автономии. Санду продает Молдову Европе. И вы простите за такую формулировку, но мы хотели бы, чтобы это ваш ответ на такую постановку вопроса прозвучал, потому что видео, которое мы только что видим, мы понимаем, что ЕС и ваши встречи ЕС, они всегда заканчиваются какими-то там, грантовыми, финансовыми поддержками Молдовы. Но чем больше этой поддержки европейской Молдове, не утихает такое недовольство вами, как президентом, которое все больше и больше привносит грантовых, люди думают, что меньше грантов, больше кредитовых средств, которые лягут определенным бременем на наших потоках. Давайте покажем людям показатели по кредитам подолгу, чтобы они поняли, чтобы они посмотрели. Покажем. Где напишем это? Департамент статистики, Центральный банк, чтобы люди увидели. Люди не ходят туда. Я понимаю, но не все мне поверят сейчас. Давайте, у вас есть экономисты здесь, чтобы они посмотрели, опять же, как соотношение долга к ВВП и то есть, что мы делаем с этими деньгами. Почему Европе надо нам помогать? Вы знаете, я всегда должна объяснить Европе, почему она должна нам помогать. Я всегда должна сказать, я всегда начинаю с этим и заканчиваю разговор, что молдаване, что Молдова — это удивительная страна, что мы самые лучшие люди, что мы свободолюбивые, что мы мирные люди, и мы хотим быть частью мирной, не знаю, то есть этой семьи европейской. То есть каждый раз, когда я встречаюсь здесь, в Кишиневе, или когда
я бываю за границей, я должна им всем доказать или, как сказать, убедить, что мы должны быть вместе с ними. Потому что если мы будем один сингур сами не сами справимся, по себе, не в справимся. этом мире, где войны, то есть война вот в Украине, когда по всему миру происходят сложные вещи, нам, такой маленькой стране, будет очень сложно сохранить мир, сохранить свободу, сделать так, чтобы люди жили лучше. Поэтому нам обязательно нужно, чем скорее, тем лучше стать частью этого Европейского Союза, который это семья мирных стран. Для нашей безопасности это важно, и для нашего развития, но особенно для того, чтобы сохранить мир. Госпожа президент, а чем вы объясняете то, что огромное число европейских грантовых средств в том числе получают гагаузы, внедрены очень много проектов, очень много представителей и местных органов власти, и общественных организаций участвовали в проектах, реализовывали. Детские сады, школы, очень много таких учреждений отремонтированы, приведены в соответствующие для современного мира состояния. Но все же гагаузы не голосуют за европейскую интеграцию, гагаузы не воспринимают. Как вы для себя, как президент, это объясняете? Ну, опять же, информация, мы должны больше объяснять, поговорить. Вот про USAID, потому что про Америку тоже нехорошо Давайте говорят. Про USAID. И сейчас вот Соединенные Штаты решили, что они больше не будут помогать Молдове. Да. И давайте подумаем, что мы потеряем. Да, потому что вот интересно. Потому что вот все говорят, там пресса, там не знаю что, и про прессу поговорим. Но до этого давайте поговорим про очень конкретные вещи. Вот, например, в Камрате построили TechWell. Это информационно, то есть очень много детей занимается в этом центре. Школы то есть это хорошо или плохо? Безусловно, хорошо. Это хорошо. Да. В Камрате USAID ремонтировала улицу Котовского. Это хорошо? Замечательно. Это хорошо. Давайте поговорим по стране вообще, потому что после второго эмбарго 2016 года для наших винодельческих предприятий ситуация в этом секторе была очень плохой. Российского эмбарго. Очень плохой. Сейчас у нас наши молдавские вина, это все знают, все покупают, и сектор развивается. А вы знаете, что USAID после этого второго эмбарго приехали, собрали всех этих предприятий и помогли им улучшить качество мы знаем, потому что Карагани и Новак и включая в Гагаузии. То есть что это означает? Виноделы. Это означает, что предприятия, которые получают больше денег, это предприятия, которые платят людям зарплаты. Это сейчас наше вино знают, когда я говорю с людьми в других странах, они говорят, молдавское вино. То есть и вот это USAID, потом другие проекты, текстиль, где они работали и помогали предприятиям. Библиотеки. То есть есть очень много проектов. Библиотеки имеется в виду, Да, Новотека. Вот они делали все эти проекты, поддерживали эти проекты, но не очень говорили об этом. Даже пресса, свободная пресса, которая получала помощь от USAID, она тоже не говорила о проектах USAID. Или как, значит, как, здесь например, есть какой-то серьезный Нет, надлом. вы бы сказали, что это интерес. Если был интерес, то пресса, которая получала деньги от Соединенных Штатов, она пропагандировала бы. Они не пропагандировали. То есть они и так, просто и так делали плохо, то, что... вы это имеете в виду? Нет, я не имею в виду это. Я имею в виду, что когда нет достаточной информации, то мы не понимаем. И мы думаем, то есть кто-то что-то хочет нам сделать. Можно объяснить, что люди недовольны, потому что они не знают, как на самом деле обстояли дела и какие проекты финансировал Люди не доверяют. USAID. Они думают, если кто-то дает деньги, значит там что-то... Но не всегда, госпожа президент. У нас в Гагаузии получают деньги и не говорят.
О каких деньгах речь получается? Ну, Вы имеете я в имею в виду виду эту поддержку. Но об этом тоже поговорим. Мы, Если мы успеем. Если мы успеем. Да, мы хотели бы вам сказать о том, что, наверное, один из ваших лозунгов первых, когда вы стали президентом страны в первый срок, вы говорили о борьбе с коррупцией. Но и сегодня слово «коррупция» очень грозно звучит в нашей Молдове. Если мы говорим о электоральной коррупции, особенно, наверное, показательными являются выборы Башкана Гагаузии. Мы слышим очень много громких обвинений, но мы не видим громких решений. И это людей разочаровывает. Почему это происходит? И я то же самое чувствую, потому что мы не видим пока что результатов, конечно, судьи у нас пока независимы. Что, вы говорите, у вас есть надежда? Потому что мы видели, что есть, то есть прокуратура закончила работать над этим дела, и передала в суд. И передала в суд. Когда будет решение, что за решение, это уже другой вопрос. Это то, что самое сложное, потому что у нас судьи и прокуроры, они очень долго работали по-другому, решали, как они хотели, а не по закону, и им не нравятся эти реформы. Сейчас вы знаете, что идет процесс слияния двух... Не то, что слияния, ветинга. но ветинга. Вы про ветинг говорите. Как это по-русски сказать? Эвалуария экстерная, оценка неподкупности. Да. И, конечно, не всем нравится этот процесс по оценке неподкупности. А насколько он эффективен? Но по-другому. Давайте, если вы возьмете список самых коррумпированных судей, не знаю, в 2016-2017 году, и вы посмотрите, большинство уже не в системе. Это не означает, что остались только... Есть еще второй эшелон людей, у которых есть проблема с неподкупностью. Их тоже нужно увольнять из системы. Но, конечно, это долго и нудно. То есть вы удовлетворены этим процессом? Я хочу сказать, что этот процесс должен продолжаться, потому что только так мы можем избавиться от коррумпированных людей. Проблема в том, что за это время мы не видим результаты, потому что некоторые судьи не хотят, некоторые так злы на нас, что мы делаем эту реформу, и они надеются, что если они не покажут результаты, то мы потеряем власть, и следующая власть остановит эту реформу, и вся эта оценка неподкупности. Есть такие риски? Риски всегда есть, потому что зависит от тех, то есть от правительства, от парламента, что будет происходить с этой реформой. Но мы должны настаивать, и мы должны продолжать эту реформу, даже при том, что... Госпожа президент, мы этот вопрос задали, потому что в этом году нас ждут парламентские выборы и, возможно, выборы в Народное собрание Гагаузии. И электоральный подкуп – это вещь, с которой столкнулась Гагаузия, и кажется, что именно этот электоральный подкуп разделил окончательно Гагаузию. Я уже еще больше выставил на какое-то расстояние Камрат и Кишинев. Я уже сказала, что люди, которые продают свои голоса, они продают автономию, Гагаузию, если мы говорим про выборы здесь, и они продают родину, если мы говорим А как побороть это явление? Сложно, опять же, из-за того, что было мало результатов, очень мало по борьбе с политической коррупцией. Вот эти коррумпированные политики, они сейчас стали организовать подкуп голосов. Мы такого не видели, то есть это случилось сначала здесь в автономии, потом мы уже это видели в прошлом году. И здесь, кажется, это невозможно остановить. Это возможно, если те, которые организуют эти процессы, поймут, что они смогут за решетку попасть, то они больше не будут это делать. А что им должно сказать, что они смогут попасть за решетку, если ни одного такого еще прецедента нет? Об этом я и говорю, что пока что судьи и прокуроры не сделают свою работу, это будет очень сложно демократию обеспечить. Да. То есть судьба... и давайте поговорим о выборах в 2025 году. Они неизбежны, они будут, это будут парламентские выборы, и мы надеемся в Гагаузии, что это будет еще в 2025 году пройдут и выборы в Народное собрание Гагаузии. И в связи с этим вот и вопрос, как
страна готова обеспечить честные, свободные, демократические выборы? Но исходя из того опыта, который у нас был в последние 2 года и в Гагаузии, и на национальном уровне, наше правительство и все эти департаменты и министерства, которые должны обеспечить, должны работать лучше, но большая проблема, опять же, остается юстиция. Без юстиции у нас не получится. Тут все зависит от юстиции, от правосудия и от верного информирования населения по тем или иным. Правильно? И вы несколько Потому раз, что пропаганда, дезинформация. и вы несколько раз в этой студии сказали о ГРТ. 2 или 3 раза уже упомянули. Ну, потому что я знаю, что там происходит и какую информацию там, в общем-то. А вас приглашали на ГРТ? Вы бывали на ГРТ? Нет, уже не знаю, сколько. Долгое время не бывало там, не приглашали. То есть мы говорим не об этом президентском сроке вашем, а о прошлом? Да, я не помню, когда это было. То есть получается, что у вас не было возможности обратиться непосредственно к жителям автономии? Это да, но даже если бы они меня пригласили раз, не знаю, в году, а все остальное там ложь, то это тоже не помогает. То есть нужна объективная. Вы можете критиковать меня, но вы должны представить и, то есть конкретно, что там можно критиковать, а не нарисовать вещи, которые... Мы еще 5 минут вашего времени попросим. Мы знаем, что оно у вас ограничено, мы знаем, что вы очень спешите. Можно но спросить очень важно. про антикоррупционную Да? прокуратуру, отставка Драгалин. Ну, наверное, об этом говорят у нас в стране, мы не можем тоже не задать вам этот вопрос. Ее приводили на эту должность вы. Что случилось? Она не оправдала ваше доверие или в этом кроется что-то другое? Был этот, как сказать, конкурс. Она выиграла конкурс. То, что мы сейчас обсуждали, это то, что нет результатов, особенно в борьбе с политической коррупцией. Из-за этого сейчас у нас электоральная коррупция. То есть из-за того, что не было серьезных результатов. Я не говорю, что это легко сделать. Это очень сложно. Как раз хотела сказать, это очень возможно, сложно. это самый сложный Это очень сложно, но работы. мы же не можем ждать еще 10 лет, потому что здесь и проблема по безопасности, государственной безопасности, и проблема нашей демократии. То, что мы посчитали, то есть где-то 8 или 10% голосов было куплено в первом туре. Это страшно. Где вы такое видели вообще? В какой стране вы видели? Но теперь это надо доказать, и это надо... Ну, есть очень много доказательств, но это для демократии, это может быть... То есть нам нужны результаты, нам нужно остановить это, и антикоррупционная этим было мотивировано... И антикоррупционная прокуратура здесь имеет непосредственную роль. Да. Вы знаете, коль мы говорим об европейских грантах, кредитах, вы их разделяли чуть и попытались успокоить граждан, что не надо переживать за то, что дети и правнуки будут возвращать наши кредиты. Вы знаете, программа «Эко-ваучер», которая уже работает в Молдове, вот на днях мы узнали о том, что Норвегия будет финансировать 21,6 миллионов евро, будет следующий этап. Да. Значит, люди меняют старое оборудование, для того, чтобы бытовую потратить технику. Меньше на энергию. Да, Мы чтобы все должны экономить. сделать все, чтобы не Вопрос. платить так много. Зачем Норвегии? Потому что у нас евро очень отдавать хорошие Молдове. отношения с Норвегией. Я там была, со всеми говорила, они хотят нам помочь. У них за счет того, что энергетические цены на газ пошли вверх, у них есть ресурсы, потому что у них много резервов, и они просто хотят нам помочь, у них есть эта возможность. То есть есть страны, которые могут помочь, у которых есть эти деньги. Это дружеский жест. Есть, да, это А дружеский как жест. по И для них поводу бесплатного сыра только в мышеловке? Ну нет,
не то что бесплатный, они хотят, чтобы в этом регионе был мир и была стабильность. И Молдова часть этого региона. Если у нас мы сможем, и мы сделаем все для того, чтобы здесь был и мир, и стабильность, от этого будет лучше, хорошо всем странам на нашем континенте. И еще один вопрос. При вашем президентстве, это вопрос от наших зрителей, при вашем президентстве Молдова получает большую финансовую поддержку от ЕС. Взамен чему? Спрашивают у вас жители автономии. Что вы им ответите? Давайте спросим, как так получилось, что Румыния с тех пор, как стала страной-членом Европейского Союза, получила 60 миллиардов евро. Вот Когда Поддержку на развитие. поддержку на развитие. Вот не то, что Молдова, вот то, что произошло в Румынии, что вот мы должны опасаться, или что произошло в Венгрии, или что произошло в Словакии. Все эти страны получили большие деньги на развитие от Европейского Союза. И они смогли улучшить условия жизни. Госпожа президент, спасибо вам, что вы ответили на наши вопросы. И так как вас не приглашают на ГРТ, у вас есть возможность Спасибо. сегодня обратиться к жителям автономии с особым месседжем. Если он у вас есть, да, для если он жителей у вас автономии. есть. Я хочу сказать, что мы одна страна, что мы можем жить лучше здесь, в стране, если мы будем уважать друг друга, понимать друг друга, услышать друг друга. Для нас самое важное сейчас сохранить мир. Я хочу вам сказать, что я и впредь сделаю все для того, чтобы сохранить мир. У нас очень много друзей, у нас хорошая дипломатическая политика, если так можно сказать. И мы будем продолжать находить деньги и внутри страны, и у наших партнеров для того, чтобы улучшить качество жизни. Нельзя сделать так, чтобы в Кишиневе люди жили хорошо, а в автономии нет. Или наоборот, чтобы в автономии люди жили хорошо, а в Каларыше нет. Когда мы все вместе построим здесь сильную и благополучную страну, тогда мы все сможем здесь жить хорошо. Спасибо. Это были честные ответы президента на наши вопросы. Друзья, мы благодарим вас за то, что вы были с нами. Выпуск подошел к завершению. У нас сегодня на наши вопросы с Еленой Карамид в студии отвечала президент Республики Молдова Майя Санду. Но мир, да, и об этом говорит и президент, и каждый из нас знает и чувствует, что самое дорогое, что мы должны оберегать, охранять, это мир, и мир между нами, между людьми, гражданами одной страны. Нам нужно объединяться. Объединяться надо вокруг здоровых идей. Мы здесь, на этих дискуссиях, обсуждаем такие идеи. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и, безусловно, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Пусть нас, единомышленников, будет больше. Изо дня на день убеждаемся, Молдова нуждается в единомышленниках, людях, которые хотят развивать эту страну. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.